Финальный гала-концерт детского талант-шоу «Джан ЛСС» можно смело назвать главным музыкальным событием года в Крыму. Это масштабное, эффектное, трогательное и патриотичное зрелище надолго запомнится всем его участникам и зрителям. Зал Государственного академического музыкального театра в Симферополе был заполнен до отказа. Дети зарядили своей энергией с первых же мгновений гала-концерта, спев гимн талант-шоу «Джан ЛСС». К этому шоу его организаторы готовились целый год. Поиск одаренных детей шел по всему полуострову с проведением двухэтапных отборочных конкурсов. Несмотря на то, что Татлысес, как проект телеканала «Ля-Ле», был вынужден пока в Крыму закрыться, мы, тем не менее, не прекратили эту традицию проведения подобных ярких, очень красочных, очень нужных конкурсов для нашего народа. И наша команда «Кара Денис Продакшн», которая в основной своей численности и являлась командой АТР, которые остались в Крыму, мы решили продолжить эту добрую традицию, взяв аналогичный просто конкурс, все те же форматы, назвав его «Джан ЛСС». Будет он называться как-то по-другому, это не имеет значения. Для нас приоритет – это самое главное – дети, чтобы они все больше и больше приобщались к культуре крымских татар, к их традициям. Это для нас самое главное. Джанкой и Судак, Бахчисарай и Старый Крым. География участников «Джан ЛСС» с каждым годом становится все шире. Растет и творческий уровень юных артистов. Выступления финалистов этого года впечатлили даже самых строгих членов жюри. Чудесные и звонкие голоса детей, среди которых были не только крымские татары, завораживающие грации и огненно-лихие национальные танцы, поставленные с помощью именитых мастеров. Маленькие участники конкурса, впервые вышедшие на большую сцену, демонстрировали полную самоотдачу, но часто уверенность на сцене сменялась волнением за кулисами гала-концерта в ожидании объявления победителей. Традиционно детский конкурс поддерживают неравнодушные к маленьким талантам бизнесмены. «Джан ЛСС» с каждым годом становится более интереснее и ярче. Мы вкладываем в наше будущее и будущее наших детей. Мы поддерживаем и будем поддерживать в дальнейшем, иншаллах, чтобы такие мероприятия культивировались, чтобы дети имели возможность площадки для роста. Надо думать о своих детях, о детях, которые растут в Крыму, о наших детях, и думать об их будущем. И чтобы это будущее было, надо, чтобы они показывали свои таланты в сегодняшнем дне. Вот такие конкурсы – это как раз поддержка и развитие творческой личности. А творчество, как известно, это раскрывает людей, а нашему Крыму нужны умные, талантливые и сильные личности. Не сдерживали своих эмоций и восторга от концерта и его зрители. Aslında bizim milletimiz pek gururlu millet, yüksek seviyeli millet. Onun için biz özümüzü dünyaya tanıtarız. Я безумно рада, что у нашего народа невероятное количество таких талантов. Я всегда с удовольствием, с огромным прихожу на этот концерт. Я, честно говоря, когда смотрю на этих детей, я вдохновляюсь. Выбрать победителей в этом году было невероятно трудно. Первой в номинации «Вокал» среди маленьких участников стала Дарья Сусло. Среди старших участников лучшей певицей названа Мавиле Саранаева. Первым в номинации «Хореография» в младшей категории стал Зекирия Мустафаев, в старшей – Шекуфе Абкелямова. И, конечно, все финалисты получили ценные подарки. Наши дети радуют нас
своим творчеством, своими успехами, поэтому как-то в сторонке оставаться очень не хотелось. Решили вот поддержать наших деточек, чтобы у них было больше возможностей себя показать, порадовать нас. Elbette bunday yerlerde biz toplaşmasak, şimdi onday meydançıklar köp tugul. İstidatlı balaçıkların bu proyekte göremiz. Şunun için de bu projekte her vakit açık yürekten ben kol tutamam. Faydası olan adamlardan o'zining tiline hem dinine hem küçük bizim balaçığımıza bu gerek qo'l pek yaxshi tutmaya. Boshqa chorasi yo'q. Biz tutmasak yo'q bo'lib ketar. Tilimiz de, dinimiz de. Яркое исполнение крымско-татарского гимна стало эффектным завершением вечера.